Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии продолжаются масштабные оперативно-тактические учения. Задействованы подразделения всех силовых ведомств Республики Абхазия, включая вооруженные силы МВД, МЧС и СКБ. Президент Бадрагунба принял народную артистку Абхазии и России Хиблу Гирзмава и российского дирижера Владимира Спивакова. Спустя десятилетия капитальный ремонт вдохнул новую жизнь в здание, носящее имя героя Абхазии Оскара Гвазава. Члены Общественной палаты Абхазии обсудили с министром туризма предварительные итоги туристического сезона, а также перспективы развития туризма в стране. Туристический поезд «Рица» прибыл сегодня утром на железнодорожный вокзал Сухума. Этот маршрут является частью 7-дневного круиза по югу России и Абхазии. В масштабных оперативно-тактических учениях, которые проходят в эти дни, задействованы все силовые структуры республики. Руководит учениями главнокомандующий вооруженными силами Бадрагунба. Основная задача сегодняшнего этапа учений – отработка координации действий силовых ведомств при проведении контртеррористической операции по освобождению заложников. В маневрах участвуют спецподразделения СГБ, Центра специального назначения, отдела сопровождения оперативных мероприятий МЧС, МВД и Минобороны. Товарищ главнокомандующий, подразделения силовых ведомств находятся на исходных рубежах. Оперативный штаб к выполнению задач по контртеррористической операции готов. Заместитель начальника штаба Центра специального назначения подполковник Джения. Понял. Под другим углом подойти к зданию. Числе заложников, да, под видом заложников. Товарищи офицеры, благодарю вас за слаженное взаимодействие. Вы знаете, что у нас проходят оперативно-тактические учения на протяжении 4 дней будут они проводиться. Именно слаженность работы командиров подразделений, частей, бригад создаст нам наиболее благоприятные условия для сохранения стабильности, мира в нашей стране, обороноспособности. Я уверен, что ваш профессионализм, опыт, навыки позволят нам достичь этого высокого уровня безопасности для нашего государства. Еще раз благодарю. Продолжаем работу. Сегодня у нас пройдут уже командно-штабные учения. В рамках этих учений мы некие итоги подведем за 2 дня, что нам продемонстрировали эти учения, какие нужно будет дополнительные механизмы применить для совершенствования взаимодействия наших подразделений. Благодарю за службу. Спасибо. Председатель СКБ Дмитрий Дбар подчеркнул, что решение главы государства о проведении столь масштабных учений является весьма важным с учетом нынешней международной обстановки. Наглядно продемонстрирована была работа 2 подразделений. Это Центр специального назначения и ОСОМа СГБ Республики Абхазия. 2 подразделения освобождали заложников, которые были захвачены террористами. Сначала работало группа блокирования, потом штурмовые 2 группы в сопровождении броневиков приехали на место освобождения заложников и начали свою работу. При освобождении заложников никто не пострадал, заложники были освобождены, террористы были захвачены. Несколько террористов было ликвидировано. Работали больше 50 человек в составе 2 спецназов. Подготовка к учениям шла буквально несколько дней. Оцениваю я на хорошо данную операцию.
потому что все спецподразделения работали слаженно. То есть работа между двумя подразделениями была выстроена на хорошем уровне. За всю историю моей работы в силовых структурах такого масштаба учения еще не проводилось. Это очень масштабное учение по всей республике Абхазия. Важное решение принято главнокомандующим, потому что будет наглядно видно работа между Министерством обороны и всеми силовыми структурами и резервистами. То есть данное учение улучшит подготовку всех подразделений в случае, если враг выдвинется в сторону Республики Абхазия, будет мобильно развернуты силы и будет дан отпор вовремя. Президент Абу-Драгунба принял российского дирижера Владимира Спивакова и народную артистку Абхазии и России Хиблу Гирзмава. Он подчеркнул, что фестиваль Хибла Гирзмава приглашает особенное мероприятие не только для Абхазии, но и для других стран. Фестиваль уже является особым событием в мире культуры и искусства. В свою очередь Владимир Спиваков поблагодарил президента за прием и добавил, что концерт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хибла Гирзмава поблагодарила Владимира Спивакова за внимание, которое он уделяет фестивалю с момента его создания. Певица с радостью констатировала, что история фестиваля становится все богаче, а его география расширяется. Она высоко оценила привезенную артистами концертную программу, которая, по ее словам, откликнется в душах слушателей. Ваш визит, визит ваших коллег, именитых музыкантов, оперных певцов – это то, что делает нас сильнее, увереннее. И надеюсь, что этот фестиваль будет жить долго-долго и радовать как и граждан нашей страны, так и публику по всему миру. То, что мы приехали сюда с такой программой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы просто не будем забывать, что эту победу ковали все народы, населяющие Советский Союз, и все национальности. Поэтому очень я рад тому, что мы приехали в Абхазию. Именно здесь тоже много жертв положено для того, чтобы был мир, и для того, чтобы как-то освободиться от фашизма. Я очень счастлива, что Владимир Теодорович в самом начале нашего пути, нашего фестиваля был всегда с нами, он и сейчас с нами. Человек благотворительный, который очень много делает для страны, и для всех нас, и для вашей покорной слуги очень много сделал для моего становления. Я очень счастлива, что сегодня в стране души, в нашей Абхазии, мы дадим изумительный концерт с потрясающей, очень сильной и мощной программой. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью российского дирижера и скрипача, народного артиста СССР Владимира Спивакова, данное нашему корреспонденту. Добрый вечер, Владимир Теодорович. Разрешите поприветствовать вас на гостеприимной абхазской земле, в стране души. Сегодня поистине грандиозное событие в культурной жизни нашей страны. Концерт, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, 80-летию Великой Победы. Вот расскажите, пожалуйста, о проекте, о том, как отбирались произведения в этой программе. Вы знаете, я вначале хочу вам сказать, что я познакомился с Абхазией через Фазиля Искандера. Вот он считал себя русским писателем, который воспевает Абхазию. И даже была такая независимая премия «Триумф», которая называлась. Я там был в жюри по отбору людей, которых выставляли для того, чтобы получить эту премию. И вот, по-моему, в 1999 году как раз ее получил Фазиль Искандер. И все были очень счастливы, потому что его очень любили в России и действительно считали российским писателем, таким вот, как он себя считал. И тогда я как раз перечитал его «Сандро из Чегема», тогда я перечитал удивительную его книжку «Кролики и удавы». Его даже сравнивали с Оруэллом, только у Оруэлла очень такая циничная и жестокая ирония, в отличие от Фазиля. У него как раз лирическая, добрая и никогда не жесткая.
Я очень любил его книжку «Созвездие Козлатура», где он критиковал, так сказать, изыскания хрущевского времени в области сельского хозяйства. Но больше всего я любил новеллы, которые говорили о мальчике Чике, детство Чика, там Пушкин и Чик. Вот эти новеллы пронизаны были добротой и напомнили мне повесть Антона Павловича Чехова «Степь», где тоже через призму Егорушки, 9-летнего мальчика, рассказывается о мире, в котором он живет. Он познает мир. И вот так вот познает этот Чик. И вот через него я полюбил Абхазию. А потом уже встретил Хиблу и понял, что это действительно выдающийся совершенно человек, выдающаяся певица, гордость Абхазии и гордость России, кстати сказать. Вот. Мы эту программу подготовили, потому что я понимал, что она нужна. Меня никто не просил о ней. Я не выполнял волю правительства никакого, партии никаких, ничего. Это просто позыв сердца, потому что мои родители прошли через войну, мама блокаду всю пережила в Ленинграде. Отец тоже фронтовик, получил очень тяжелые ранения и в позвоночник, и в шею. И я даже сохранил, знаете, сохраняются удивительные вещи в памяти. Когда я маленьким мальчиком был на демонстрации в Ленинграде 9 мая или в Первомайской демонстрации, я под пальцами, он меня брал на руки, чувствовал вот этот шов, шрам его. Вот до сих пор это осталось у меня в ощущении. Вот эту программу я строил, довольно долго выбирал, потому что хотелось, знаете, надо уметь отказываться от очень многих вещей. Потому что столько можно было всего туда, можно сказать, запихнуть, а это нехорошо. Получилось вот так, как получилось. Там нет ни одного лишнего слова, ни одной лишней музыки. Там стихи изумительных поэтов, которые сами прошли фронт. Достаточно назвать Булата Акуджаву или Юрия Левитанского. Это поэты-фронтовики. Они страдали, они переживали, они получали ранения, защищали наши города. И я рад, что мы приехали в Абхазию, потому что здесь тоже очень много жертв погибших людей в Великую Отечественную войну. И вообще нужно помнить о том, что эта победа общая была, победа всех народов Советского Союза, всех национальностей. И отец мне рассказывал, когда он пошел на войну, что не существовало никакого антагонизма в армии абсолютно, потому что все были равны перед смертью. Как Хибла Ливарцевна говорила ранее, конечно же, это не просто концерт, это дань уважения и памяти всем погибшим. И вот, как вы уже подчеркнули, Абхазию тоже эта война не обошла стороной. У нас очень большое количество было погибших, и у нас много героев Советского Союза, поэтому я думаю, что особенно трепетно наша публика сегодня будет принимать вас. Ну и с учетом того, что вы тоже не так часто балуете нас своим творчеством, я думаю, что все жители нашей страны ждут с нетерпением этот концерт. Планируется ли ваше выступление в дальнейшем в нашей стране, быть может, сольным концертом, потому что публика жаждет видеть вас и ваше творчество? Без Хиблы я бы не хотел сюда приезжать, потому что она обеспечивает такой прием удивительный, и так с ней хорошо. Не первый раз здесь. Вот я сегодня вспомнил, как она пела молитву Дездемона, когда я первый раз приехал. Это просто на всю жизнь для меня было впечатление. Ну и в заключение нашей беседы вот есть такое емкое выражение «красота спасет мир». А вот все-таки хотелось бы знать ваше мнение. А музыка, вот музыка является ли лекарем души? Как вы можете трактовать? К сожалению, сейчас такое время, что формула Федора Михайловича Достоевского о том, что красота спасет мир, перестала работать. Поэтому сейчас, я думаю, нужны люди, которые спасают красоту саму. Я надеюсь, что и Хибла, и я, и музыканты, с которыми я работаю, вот они спасают эту красоту.
Гудаутская школа номер 4 имени Героя Абхазии Оскара Гвазава открылась после капитального ремонта. На церемонии открытия присутствовали президент Бадра Гунба, министр просвещения Хана Гунба, члены правительства, а также родственники Оскара Гвазава, чьи финансовые вложения сделали этот капитальный ремонт возможным. Полностью обновленная школа, оснащенная современным оборудованием и отвечающая всем требованиям безопасности, распахнула свои двери для учеников. На церемонии открытия присутствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Глава государства поблагодарил меценатов за поддержку школы. Езгватов Ехербиамш. Табуб Харасхот, Эдгар Гваза, Аляс Гваза, Дмитрий Гваза, Шара Шухарджала, Шходжибала, Шаххапшу, Шзадза школашха. Еха Дара Ирацвиюб, Шара Инажгдзуамя, Чапшигас Изгаша. Ехаби Шара Шичаква хомпада яхо брио. А патриотизм абснашха ирамогу болра, ажлара бзибара жалагунка усла анагдзару. Убрезахан табуб хашасхот ижзехишот акчара дука аман шалара айс хазахера. Аря школ захедзаз ахо Оскар Гваза абсна фархадза ярей ювистши ихорцаз. А я и раду яхзаргаз с башем хазихеу бараду ябу. А кырепсо ацивича. И шгуала шаршала хапсуа цейчар турых. Да шгуала шаршала зехет схуа школ ацейлаша. А грыз гнысы о. Капитальный ремонт в этой школе не проводился с 1974 года. Тогда же герой Абхазии Оскар Гвазава начал здесь свой образовательный путь. В школе бережно хранят воспоминания о нем, а реконструкция стала символом уважения к его памяти и вкладу в историю Абхазии. У нас сегодня праздник. В нашей школе капитальный ремонт. Мы ждали этого события много лет. Осуществляет нашу мечту Эдгар Гвазава и его семья. Хочу отметить, что семья Оскара Гвазава, чье имя носит наша школа, всегда оказывала финансовую поддержку. Сегодня, благодаря вашей поддержке, мы завершаем работу по ремонту по всей школе, что значительно улучшает условия обучения наших учеников. Представительница семьи Гвазава Наида Аргун отметила, что школа, названная в честь героя Абхазии Оскара Гвазава, погибшего в боях за Сухум, имеет особое значение для его семьи. Память об Оскаре, чья судьба связана с защитой Отечества, эта школа приобрела особое значение для нас. И сегодня результатом нашей благотворительности является преобразованное здание, комфортные и уютные классы и творческое пространство для роста и самовыражения. Дорогие школьники, пусть учеба у вас будет интересной. Учитесь, получайте прочные, хорошие знания. Мы хотим гордиться вашими достижениями. Дорогие родители, пусть ваши дети радуют вас успехами, а ваша забота – это важный фундамент для их достижений. Дорогие учителя, пусть ваша школа поможет каждому своему ученику найти свое призвание. Преображение школы – это не просто обновление здания, это инвестиции в будущее. Модернизация учебного заведения позволит создать более комфортные и современные условия для обучения. Это, безусловно, положительно скажется на качестве образования и развитии подрастающего поколения. Открытие школы стало настоящим праздником для жителей Гудауты. Учащиеся и педагоги с нетерпением ждали этого момента. Встречали гостей яркими выступлениями творческих коллективов, демонстрируя свои таланты и любовь к родной школе. Школа номер 4 имени героя Абхазии Оскара Гвазава
преобразившись после капитального ремонта, распахнула свои двери более 300 ученикам. Современные классы, оснащенные новым оборудованием, создают комфортную образовательную среду. Обновленная школа – это не только современные условия для обучения, но и символ надежды на светлое будущее. Ремонт школы стал возможен благодаря щедрости семьи Гвазава, которые своим поступком продемонстрировали истинную любовь к своей родине и заботу о подрастающем поколении. Кундашоу, Инвер Арджения, Адам Урджения, Абхазское телевидение. Туристический поезд «Рица» отправился из Москвы несколько дней назад. По пути заехал в Воронеж, Новороссийск и уже прибыл в столицу Абхазии. Гостей поприветствовали представители Абхазской железной дороги. Также для них была организована концертная программа с абхазскими традиционными танцами. В течение их пребывания в Сухуми гости посетят достопримечательности Абхазии. Путешествие длится 7 дней. Сухумский вокзал посетила наш корреспондент Элита Арутюнян. Концертная программа с абхазскими традиционными танцами мгновенно вызвала хорошее настроение. Атмосфера праздника царила на Сухумском вокзале, куда прибыл туристический поезд «Рица». Пассажиры остаются под весьма хорошим впечатлением от поездки, ведь такие яркие воспоминания от путешествия останутся на долгое время в их памяти. Так попалось, что у меня и отпуск, и как раз вот эта поездка выдалась. Масса впечатлений и от поезда, и от тех мест, в которые мы побывали. Новороссийск, Гагра, Сухум. Масса впечатлений. Я планирую со своей семьей, а у меня 2 внуков, приехать на следующий год к вам. Очень все нравится. И гостеприимство, и то, что улыбчивые люди. Я понимаю, что проблем у всех много, но то, что люди встречают, улыбаются, все рассказывают, все показывают. Все красиво. Горы, воздух, гостеприимство. А сегодня нас везут на Афон. Ждем, наверное, хороших впечатлений. Гостей поприветствовали представители Абхазской железной дороги. Прибыло более 90 пассажиров. В прошлом году также поезд официально встретили на Сухумском вокзале. В течение их пребывания в Сухуме гости посетят достопримечательности Абхазии. Чем выгоден и лучше, скажем, туристический поезд для туриста? Он одновременно, ему не надо заказывать отель, отдыхать за отель, отдельно выплачивать. Он в пути ночует, отдыхает и передвигается, по маршруту своему. В рамках визита в Абхазию у туристов появляется возможность посетить озеро Рица, живописные водопады и Пшарский каньон, а также они познакомятся с Сухумским ботаническим садом и Новым Афоном. Поезд Рица полносоставный, до 20 вагонов. В принципе, такие поезда набирают популярность в самой России. Насколько я помню, более 28 уже маршрутов по России. И в том числе, мы начинаем с РЖД такие поездки, туристические поезда в Абхазию тоже. Как и тогда, и сейчас все организовано. Это РЖД-тур совместно с абхазскими фирмами. В поезде есть все необходимые условия для комфорта. Среди удобств вагон-душ, вагон-спа, вагоны класса люкс. Повторное прибытие поезда Рица подчеркивает растущий интерес к Абхазии как уникальному туристическому направлению. Элита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Члены Общественной палаты встретились с министром туризма Астамуром Логуа и обсудили предварительные итоги туристического сезона, а также перспективы развития туризма в Абхазии. Астамур Логуа рассказал о планах к 2030 году принимать в Абхазии до 5 миллионов туристов в год и о том, как достичь этой планки. Туристическая индустрия является одним из ключевых секторов экономики Абхазии, обладая существенным потенциалом для дальнейшего развития и роста. Уникальное сочетание благоприятного климата, живописной природы и богатого исторического и культурного наследия создает прочную основу для привлечения туристов круглый год. Центральной темой обсуждения стали планы министерства по увеличению туристического потока до 5 миллионов человек к 2030 году. Астамур Логуа подробно рассказал о стратегии достижения этой цели, которая включает в себя несколько ключевых направлений. Руководство страны ставит амбициозные задачи вместе с российскими партнерами. Звучит цифра достаточно оптимистичная. Я считаю, что она реальна, если мы хорошо отработаем. Тут, конечно, много разных факторов, но все же 2030 год стоит
планка 5 миллионов туристов, чтобы Абхазия могла принимать. Конечно, большим подспорьем сейчас в этом году мы уже ощутили на себе это открытие воздушной гавани нашего международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Есть показатели на 1 октября, это более 118 тысяч пассажиров уже прилетело благодаря аэропорту. Вы знаете, что каждый день открываются новые направления. Вот сейчас отрабатывается новое направление, это Кабардино-Балкария, город Нальчик. Будем надеяться, что в следующем году у нас полетят из города Нальчик тоже туристы в Абхазию. Большое внимание Министерство туризма Абхазии уделяет развитию экотуризма и агротуризма. В перспективе планируется запуск нескольких масштабных проектов, призванных привлечь туристов в сельскую местность и познакомить их с уникальной культурой и природой Абхазии. Одним из самых перспективных проектов является инициатива «Мандариновые выходные». Проект направлен на развитие агротуризма и предлагает гостям уникальную возможность погрузиться в атмосферу абхазской деревни. Туристы смогут арендовать комнаты в домах местных жителей, насладиться национальной кухней и принять участие в сборе цитрусовых плодов прямо с дерева. В некоторых деревнях Восточной Абхазии уже существуют успешные примеры. Так в селе Кутол развиваются чайные плантации, и это направление оказалось очень популярным среди туристов. Членов общественной палаты волновали вопросы сохранения идентичности абхазского села в контексте растущего потока туристов. Особое внимание уделялось потенциальному влиянию туризма на уникальную культуру и традиции сельской местности, а также на священные места, расположенные в горных районах республики. Село вот в этом направлении продумывать, ее как-то укреплять, там делать какие-то дома культуры, я не знаю, чтобы не оттуда уходили, а не туристы туда, скажем так, вот вторгались, а вот наша молодежь больше бережно относилась к своим исконным, таким традиционным, но это вот харах за отца закытал. И вот я этого опасаюсь. И еще один вопрос насчет гор. С детства я слышала, что наши горы священные горы. Там как попало, каким-то образом себя вести. Вообще, как вам сказать, это даже не то, что предостерегалось, а это запрещалось. Там даже шепотом говорили, там даже, извините, не напитки абсолютно исключались. Там в раздетом виде вообще невозможно было. Потому что, может быть, нас вообще, мы же не знаем, какие силы предотвратили и заставили победить врага. Конечно, наше мужество, наша воля, наше желание это сделать, но еще и вот эти все святыни, которые нас оберегают. Сегодня, если мы говорим, если в село приходят, конечно, мы должны, прежде чем туристическую отрасль, сферу гостеприимства ставить впереди, мы должны, конечно, думать о сельском хозяйстве. Потому что в эту сферу, хотя сейчас в последнее время, в эту сферу тоже нелегко привлечь работников, специалистов. Но в сельское хозяйство сложнее, потому что там больше труда, больше времени. Конечно, мы абхазское село можем потерять, так как после грузино-абхазской войны у нас внутренняя миграция состоялась здесь. Чтобы еще раз одну внутреннюю миграцию, что мы не делали, должны сбалансированно подойти. Привлекать туристов хорошо, но этих туристов тоже надо кормить чем-то. В стране активно развивается новое перспективное направление в сфере туризма – глэмпинг, привлекающий предпринимателей своей относительно низкой стоимостью реализации. Этот вид отдыха, сочетающий комфорт гостиничного номера с близостью к природе, становится все более популярным среди туристов, ищущих уникальный опыт. Одним из первых успешно реализованных проектов стал глэмпинг в живописном Кадорском ущелье. Успех проекта вызвал интерес у местных предпринимателей. Поступило предложение о строительстве еще одного глэмпинга вблизи знаменитой Атапской пещеры, известной своими впечатляющими сталактитами и сталагмитами. Также министр рассказал о необходимости нового закона о туризме, разработкой которого занимается министерство по поручению президента. Предложить вариант, проект классификации отелей. Об этом проекте, об этом направлении говорят очень давно. Это, кстати говоря, смежно с новым законом о туризме. Параллельно вот этим поручениям существует дорожная карта
развития туризма между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Ну, в этой дорожной карте тоже есть несколько, скажем, пунктов. Одним из пунктов является создание единого внутригосударственного нашего абхазского реестра отелей, для того, чтобы вот были часто случаи, когда людей обманным путем аферисты продавали несуществующие путевки, и много жалоб на это поступало. И, кстати говоря, министерство как могло реагировало, но возместить ущерб за такую оплошность самого человека, кто бронирует, очень тяжело. Для этого одна из причин создания такого реестра, который будет официально опубликован на сайте министерства, чтобы любой гражданин, любая туристическая компания, которая предлагает Абхазию для отдыха, могла знать, что вот есть такой реестр, и эти отели проверены, они действуют, никакого подвоха здесь нет. В последнее время Абхазию привлекают не только туристы из России. Новые инвестиции направлены на строительство современных отелей, улучшение транспортной доступности и создание комфортной среды для отдыха. Проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала, занятого в сфере туризма. Это свидетельствует о стремлении Абхазии стать конкурентоспособным игроком на международном туристическом рынке и увеличить потоки отдыхающих. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Подготовке процедуры передачи объектов электроэнергетики муниципального предприятия СУЭС на баланс РУП Черноморэнерго посвящалось выездное рабочее совещание, которое провел министр энергетики Батал Мушба. В совещании участвовали начальник юридического управления Министерства энергетики Аляс Гунба, исполняющий обязанности директора МУП СУЭС Тенгиз Блабба, главный инженер Алексей Страчан, заместитель директора Даур Эшба, главный юрист Александр Любовский, а также начальник отдела сбыта РУП Черноморэнерго Саид Блабба. По итогам встречи участники утвердили поэтапный порядок передачи имущества предприятия в рамках исполнения требований закона Республики Абхазия об электроэнергетике. Совещание проходило на площадке МУП СУЭС. Сухумские коммунальщики начали осушать затопленные после ливня подземные переходы у школы номер 14 на турбазе. Технику администрации предоставил столичный водоканал. Специалисты проведут не только откачку воды, но и проверят техническое состояние оборудования. После откачки воды пройдет ревизия насосного оборудования, которое установлено в переходе, и ремонт при необходимости. Операция по установке временного кардиостимулятора впервые проведена в Абхазии. Пациентка с инфарктом миокарда и опасным нарушением сердечного ритма поступила в тяжелом состоянии. Она жаловалась на слабость, головокружение, одышку и боли в грудной клетке. Врачи оперативно установили электрод, подключив внешний кардиостимулятор, что стабилизировало работу сердца. После успешной операции пациентку перевезли в клинику в Сочи для дальнейшего обследования и возможного стентирования. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мирцхулава приняла делегацию из города Пскова, которая прибыла в нашу республику в рамках бизнес-миссии. Целью визита – укрепление деловых связей и расширение сотрудничества между предпринимателями Абхазии и Псковской области. Гости из Пскова проявили заинтересованность в расширении присутствия своих предприятий на абхазском рынке, подчеркнув готовность налаживать долгосрочные и взаимовыгодные деловые отношения. Предприниматели Пскова выразили надежду, что их визит станет отправной точкой для новых успешных проектов и долгосрочного сотрудничества между Псковской областью и Республикой Абхазия. Концерт в рамках 4-го инклюзивного фестиваля «Мир без границ» прошел в Абхазской государственной филармонии. Председатель Международной ассоциации матерей детей-инвалидов Инна Орлова рассказала, что Абхазия стала первой страной, куда фестиваль привез свою программу. Ранее он проводился в Подмосковье и собирал участников из России и стран СНГ. В нескольких районах мы его проводим. Уже прошел в Гагре, в Гудауте. Сегодня Сухум принимает нас гостеприимная филармония. И завершающий такой аккорд будет 18 октября в Ачамчире. И причем туда приедут дети, 2 больших автобуса из Гал и Ткварчал.
То есть в Ичамчирах с участием 3 вот этих районов будут детки и с особенностями здоровья, и нормотипичные. И до этого 2 фестиваля прошло, очень тепло встретили. Первый раз в Гагре выступили, увидели, что принимают очень хорошо. Зал аплодировал. Потом ребята выступали, абхазские коллективы, и особенности здоровья, и нормы типичные. И все они так вот вместе, так это было здорово. И за кулисами общались они, вместе они фотографировались, и там уже контактами обменялись, переписываются. И мастер-классы проходят по арт-терапии для детей. Мы обмениваемся опытом с педагогами. 12-й фестиваль культуры народов Кавказа прошел в Санкт-Петербурге 13 октября. Это яркое событие объединило представителей разных кавказских республик и позволило окунуться в многогранные традиции искусства региона. Абхазию на фестивале представляли Союз творческой молодежи АПСН вместе с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. В рамках фестиваля была организована выставка научной и художественной литературы Абхазии, абхазских национальных музыкальных инструментов. Зрителям очень понравились концертные номера, попурри на абхазские песни и зажигательные национальные танцы. На круглом столе культурное наследие Кавказа как фактор межнационального согласия обсуждалась роль традиции в укреплении взаимопонимания между народами. Концерт «Я люблю тебя, жизнь» прошел в Абхазском драматическом театре. Выступление народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава сопровождал аккомпанемент Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. На площади перед театром был установлен экран с прямой трансляцией. Выступление в Сухуме стало кульминацией абхазской части фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Поклонимся, друзья, всем миром, всем народом, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидромедцентра, 16 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность, дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 15-20 градусов. Температура морской воды плюс 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.